Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. Президент дружественного Узбекистана сердечно поздравил главу нашего государства и народ Таджикистана с 30-летием государственной независимости страны, пожелав лидеру нации счастья, здоровья, больших успехов, а жителям нашей страны мира, благополучия и процветания. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества, рассмотрен ход выполнения договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне в Душанбе в рамках недавнего официального визита президента Республики Узбекистан в Таджикистан. Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между нашими странами. В связи с эскалацией напряженности в Афганистане, представляющей угрозу региональной безопасности и стабильности, президенты высказались за продолжение диалога по афганской проблематике в рамках предстоящего юбилейного заседания глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи на высшем уровне в формате ШОС плюс ОДКБ, которые будут проходить в середине октября текущего года в городе Душанбе. В продолжении беседы состоялся обмен мнениями по другим актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. В связи с празднованием 30-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан на имя основателя мира и национального единства, нашего лидера, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, поступают сердечные поздравления глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей самых различных международных и региональных организаций, а также видных государственных и общественных деятелей. Так, в поздравительной телеграмме президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина говорится: уважаемый Эмомали Рахмон, примите самые теплые поздравления по случаю 30-й годовщины провозглашения независимости Республики Таджикистан. Ваша страна успешно продвигается по пути социально-экономического развития, играет конструктивную роль в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня. Придаем большое значение отношениям союзничества и стратегического партнерства с Таджикистаном. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества в самых различных направлениях, а также взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии. Искренне желаю вам, уважаемый Эмомали Рахмон, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Таджикистана счастья и благополучия. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь в своем поздравительном послании на имя главы нашего государства пишет следующее. Уважаемый господин президент, по случаю 30-летия независимости Республики Таджикистан позвольте мне от имени правительства и народа Китая, от себя лично, выразить вам, а также дружественному таджикскому народу наиболее горячие поздравления и самые искренние пожелания. В течение 30 лет под вашим руководством Таджикистан прошел необычный путь развития и достиг колоссальных успехов в различных сферах, став членом международного сообщества. Китай, как дружественный сосед и всесторонний стратегический партнер, сердечно радуется этим. Уверен, что Таджикистан во главе с господином президентом обязательно достигнет еще новых и более блестящих успехов в работе государственного строительства и национального возрождения. Я придаю большое значение развитию китайско-таджикских отношений и намерен прилагать совместные с вами усилия, направленные на продвижение китайско-таджикских отношений всестороннего стратегического партнерства на новый уровень на благо
народов и стран. Желаю вам крепкого здоровья и успехов в работе. Желаю дружественному Таджикистану процветания и могущества, а его народу счастья и благополучия. В поздравительной телеграмме президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена сказано: «Уважаемый господин президент, так как вы находитесь накануне празднования национальной независимости, я от имени народа Соединенных Штатов Америки поздравляю народ Таджикистана. На протяжении 3 десятилетий партнерства Соединенные Штаты непрерывно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Таджикистана. Мы надеемся укрепить наши связи через сотрудничество для сохранения региональной безопасности, экономического процветания и процесса интеграции. Мы также гордимся своим партнерством с народом Таджикистана в совместной борьбе против COVID-19, в том числе принятием таких мер, как оказание гуманитарной помощи в количестве 1,5 миллиона доз вакцины Модерна через глобальный доступ к вакцинам. Наши страны столкнутся с неизбежными и долгосрочными проблемами. Основываясь на историю нашего сотрудничества, убежден, что вместе мы сможем их преодолеть. В поздравительной телеграмме президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева говорится следующее: «Уважаемый Эмомали Рахмон, дорогой брат, весьма рад искренне поздравить вас и народ вашей дружественной страны с национальным праздником Республики Таджикистан, 30-летием независимости, и передать свои самые добрые пожелания. Нас безмерно радует, что в результате вашей мудрой и дальновидной политики, как внутренней, так и внешней, братский Таджикистан празднует свою независимость высокими результатами и победами во всех сферах политической и общественной жизни. Хочу особо отметить широкомасштабные реформы и огромную созидательную работу, проводимую для обеспечения устойчивого развития в стране, всесторонний рост авторитета и престижа Таджикистана на мировой арене, включая важные инициативы, которые продвигаются на международном и региональном уровнях. В последние годы, благодаря нашей взаимной солидарности и твердой политической воле, нам удалось поднять отношения стратегического партнерства на совершенно новый уровень, неуклонно укрепляя при этом многовековые узы дружбы и братских отношений между нашими народами. Несомненно, наш предстоящий открытый и плодотворный диалог с вами в рамках очередного саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится уже в ближайшее время в прекрасном городе Душанбе, послужит дальнейшему расширению двухсторонних связей. Убежден, что отношения между Узбекистаном и Таджикистаном и впредь будут стремительно развиваться на благо наших народов, укрепления безопасности и стабильности в регионе. Уважаемый Эмомали Рахмон, пользуясь случаем, желаю вам, ваше превосходительство, крепкого здоровья, семейного счастья, огромных успехов в вашей весьма ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана мира и постоянного прогресса. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своей поздравительной телеграмме пишет следующее: «Уважаемый Эмомали Рахмон, от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично, имею честь направить вам и в вашем лице всему братскому народу Республики Таджикистан свои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-летия независимости вашей страны. Отрадно отметить успехи вашей страны, достигнутые за годы независимости в политической, экономической и социальной сферах. За этот период Республика Таджикистан добилась значительного прогресса в укреплении своей государственности, улучшении благосостояния народа, повышении авторитета на международной арене. Особо хочу подчеркнуть, что в настоящее время отношения между Туркменистаном и Республикой Таджикистан наполняются новым содержанием. Ваш недавний государственный визит в Туркменистан стал важным этапом на пути укрепления уз дружбы между нашими народами, углубления сотрудничества двух стран в различных сферах. Я с большой теплотой вспоминаю наши двусторонние встречи в Ашхабаде, а также в национальной туристической зоне Аваза
в рамках консультативной встречи глав государств Центральной Азии, в ходе которой было еще раз подтверждено обоюдное стремление и готовность к дальнейшему развитию туркмено-таджикской дружбы и сотрудничества. Твердо убежден, что совместными усилиями взаимодействие между нашими странами и впредь будет неуклонно укрепляться на благо наших народов. Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю вам, уважаемый Эмомали Рахмон, крепкого здоровья, счастья, благополучия братскому народу Таджикистана, мира, дальнейшего прогресса и процветания. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своей поздравительной телеграмме говорит следующее. Уважаемый Эмомали Рахмон, от имени всех казахстанцев и от себя лично сердечно поздравляю вас и весь таджикский народ с 30-летием независимости Республики Таджикистан. Эту знаменательную дату братский Таджикистан встречает в качестве авторитетного государства, играющего заметную роль на международной арене. Мировое сообщество признало вас, уважаемый Эмомали Рахмон, как подлинно общенационального лидера, который внес решающий вклад в укрепление государственности и обеспечение благополучия граждан страны. В Казахстане искренне рады высокими достижениями братского Таджикистана и придают большое значение упрочению уз многовековой дружбы, взаимной поддержке, всестороннего сотрудничества между двумя государствами. Убежден, совместными усилиями мы сможем придать качественный импульс динамичному развитию нашего многогранного взаимодействия, при этом открыв новые горизонты казахско-таджикского стратегического партнерства и союзничества. В этот торжественный день желаю вам, уважаемый Эмомали Рахмон, дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана благоденствия и прогресса. В поздравительном послании Нурсултана Назарбаева, первого президента Республики Казахстан, Елбасы, говорится следующее. Уважаемый Эмомали Рахмон, примите искренние поздравления и добрые пожелания по случаю 30-летия независимости Республики Таджикистан. За прошедшие годы ваша страна добилась значительных успехов на пути политической и экономической модернизации, улучшения благосостояния народа, укрепила свою государственность. На сегодняшний день Таджикистан уверенно делает шаги в направлении создания сильной и эффективной республики. Ваше государство способствует установлению мира и стабильности в регионе и занимает достойное место на международной арене. Эти достижения – олицетворение единства и солидарности таджикского народа, процветающего под вашим руководством. Уверен, что многовековые связи между Казахстаном и Таджикистаном, основанные на дружбе и взаимопонимании, будут и дальше укрепляться на благо народов двух стран. Я высоко ценю ваш личный вклад во всестороннее развитие двустороннего взаимодействия и сложившуюся между нами дружбу. Уважаемые телезрители, поздравительные телеграммы на имя лидера нации, президента Республики Таджикистан продолжают поступать. Их большое количество. Мои коллеги уже в следующем выпуске познакомят вас с всем тем потоком поздравительных посланий, которые продолжают поступать на имя президента Республики Таджикистан. Спасибо за внимание.